Сегодня праздник у православных христиан, рождественский сочельник. Как готовиться в клубе Ади Ахмат к первенству страны, расскажем. На туристической карте Ингушетии появился новый маршрут. К какому историческому объекту он ведет? Смотрите в выпуске. Добрый вечер, в эфире новости. Махмуд Али Калиматов поднялся в рейтинге влияния губернаторов. Он на 55-м месте. Рейтинг влияния по регионам России составлен Агентством политических и экономических коммуникаций. И по мнению экспертов, планы выделить Ингушетию в 2020 году больше 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем переселенцев из Чечни, а также перестановки в правительстве республики способствуют укреплению влияния главы региона Махмуда Али Калиматова с 61 на 55 место. Всего в рейтинге 85 руководителей. Он проводился методом закрытого анкетирования. В нем приняли участие 27 экспертов. Это политологи, медиаэксперты и журналисты. За минувший год в регионе в рамках 7 госпрограмм и 4 нацпроектов велось строительство 48 объектов с общей суммой финансирования порядка 5 миллиардов. 12 из них сданы в эксплуатацию. Так возведены 3 школы в Магасе, Гаджиюрте и Экажево на 700 с лишним посадочных мест в каждой, а также 4 детских сада по 220 мест в селениях Галашки, Мужичи и городах Магас и Сумжа. В Малгобеке появился новый психоневрологический дом-интернат на 100 мест. С начала прошлого года также закончено строительство 4 дошкольных учреждений в различных населенных пунктах региона. В этом году будет продолжено строительство 25 объектов и начато возведение еще 9 школ и 1 дошкольного учреждения. Всего до 2024 года в регионе должно появиться более 70 новых соцобъектов. Чуть ли не в каждом населенном пункте республики на сегодняшний день функционируют современные школы и детские сады. Поступательно решается вопрос с обучением детей в несколько смен и недостатком мест для дошкольного образования. Но нередко возникают вопросы качества строительных работ, соответствия их ГОСТам и нормам на контроле у руководства региона. Итоги прошедшего года в одной из ключевых сфер подведет Хади Добрива. Развитию образования в Ингушетии уделяют большое значение. Только до конца 2024 года в регионе появится 15 новых школ. Строительство будет вестись в рамках нацпроекта образования. Введение объектов в эксплуатацию позволит обеспечить новыми рабочими местами и создать тысячи ученических мест. Также открытие новых школ позволит решить проблему 3- и 2-сменного обучения. У нас в рамках реализации национального проекта образования реализуются различные региональные проекты. Один из них – это региональный проект «Современная школа». В рамках указанного регионального проекта у нас до 2021 года уже заключены соглашения, но сам проект у нас реализуется до 2024 года. В том числе в 2019 году у нас начато строительство 5 школ в рамках указанного проекта. Завершение строительства планируется в 2020 году, в декабре, в конце года. Мы еще планируем строительство детских садов. Детские сады у нас уже идут в рамках реализации нацпроекта «Демография». Но мы идем там как уже соисполнители данного нацпроекта, а ответственным исполнителем является Министерство труда и занятости. Именно соисполнительной части строительства детских садов у нас планируется строительство до 2021 года 26 садов, из них 25 садов по 220 мест и 1 садик на 190 мест. В Альтиево по линии регионального Минстроя идет строительство школьного учреждения, рассчитанного на 720 мест. 3 этажа, 30 аудиторий, огромный актовый зал и 2 лифта. А для веселого и, самое главное, здорового времяпрепровождения на территории предусмотрены огромные площадки, отведенные для футбола, волейбола и других игровых видов спорта. Основные работы по строительству завершены. Осталась внутренняя отделка и благоустройство территории. Вся школа, что и наружная, что внутренняя работа, они как бы завершающие. У нас сейчас внутренние работы на стадии тоже отделки, завершение установка дверей, монтаж системы вентиляции, это слаботочные системы, сети вернее. Электромонтаж тоже закончен.
В селении Средние Очелуки также на месте старой, построенной 1972 года, возводят новую школу на 720 ученических мест. 5 блоков, по 12 кабинетов в каждом. Новое учебное заведение – это не только классы, но и спортивный зал, столовая на 60 посадочных мест, большой актовый зал, библиотека и стадион. Разделят территорию 4 площадки, отведенные для футбола, волейбола и других игр. О таких возможностях в прежней школе только мечтали. Строительство новой школы является очень большим подарком для жителей нашего села, для педагогов, для учащихся наших, так как новая школа будет соответствовать всем современным требованиям. Новое дошкольное учреждение появится для детей и в селении Инырки. Долгожданный объект возводится усиленными темпами. Для дошколят будут созданы самые лучшие условия согласно образовательным стандартам. Детский сад рассчитан на 220 мест. Завершить строительство объекта планируется в начале 2020 года. Первый этаж колонны деформационные швы, диафрагмы жесткости. Перекрытие опал, да, вот, Это далеко не все объекты, которые строят в сельском поселении. Отдельного внимания заслуживает строительство школы, завершение которого запланировано на март 2020 года. По словам главы местной администрации, школа на 740 учеников внесет свою лепту в архитектуру и благоустройство села. Недавно приехали проектно-сметный институт, сделали изыскательные работы. Имеются документы на этом участке на 3,2 гектаров. Свидетельство на право собственности, кадастровый план. Я думаю, в 2020-2021 году нам будет мощная школа на 740 мест. Новое и современное на смену старой обветшалой в Карабулаке строго по плану идет строительство школы на 320 мест. Рабочие, разделившись на несколько групп, уже возвели стены 2 этажей. На очереди 3. До сих пор детям этого района приходилось ютиться в здании 60-х годов постройки. Условия оставляли желать лучшего. Подрядчик планирует сдать объект в срок. Это июль 2020 года. По словам прораба, самое главное – это качественное выполнение фронта работ. Наружные сети прокладываются, канализация, водопровод. Теплосети планируется через 2-3 дня начать. Так, электрики внутреннюю разводку начали. Ну, так, благоустройством занимаемся. Большая школа на 720 и детский сад на 220 мест строится в сельском поселении Плиево. Образовательные учреждения расположились в шаговой доступности друг от друга, что, несомненно, удобно для жителей. Новые учреждения, возводимые по самым современным стандартам, существенно снизят нагрузку на другие образовательные центры и станут новым толчком в развитии инфраструктуры жилого микрорайона. Сдать оба проекта застройщики планируют уже в 2020 году. Правда, не все подрядчики добросовестно возводили объекты образования, скорее думая о своем обогащении, нежели о качестве безопасности детей в школах и детсадах. Так с непростой проблемой столкнулись учащиеся сельского поселения Новый Редан. Как оказалось, к отопительному сезону они не были готовы. Здание школы построено подрядной организацией «Трансасфальт». В 2012 году было принято Минстроем и введено в эксплуатацию. Отопительное оборудование устанавливал тот же подрядчик. Котлы едва проработали свой гарантированный срок. Как выяснилось позже, согласно проекту не были предусмотрены фильтры и смягчители. Здесь необходима не только замена котлов, но и все теплотрассы. Сахка полностью схичили, вот эти сточные воды. Мы трубить начали давно вот это. Почему вот эти теплотрассы в нескольких местах, Дилхаров тоже. Мы начали, потом они когда проверили, они сказали, трубы, прям вот такие дырки в этих трубах. Прошлым летом у нас полностью вся штукатурка, все это осыпалось в этом подвале. Я не знаю, как мы своими силами, вот все работники, мужчины, они цемент, растворы готовили, женщины штукатурили. Строительство всех объектов стоит строго на контроле у главы Ингушетии. Махмуд Али Калиматов на совещаниях не раз говорил, что строительство социально значимого объекта должно быть выполнено по высоким стандартам. Если же проект не завершен, значит и принят не будет. Все должно соответствовать СНИПам и ГОСам. Неважно, недочеты есть в подвалах или же в учебных кабинетах. От слов к делу глава начал лично инспектировать строительные объекты и этим показал серьезность своих слов. Новая школа в столице Ингушетии не открылась в назначенный срок из-за выявленных нарушений.
нарушений. Учебное заведение должно было принять школьников еще в начале декабря, однако открытие сместилось на неопределенный срок до устранения недостатков, выявленных главой региона в ходе проверки объекта. Осматривая подвалы и технические подполья, руководитель субъекта отметил отсутствие необходимого воздухообмена, что указывает на плохую работу вентиляции. Замечания также были сделаны из-за неправильной установки входных дверей в хозяйственные помещения, противоречащие нормам пожарной безопасности. Были выявлены нарушения правил электромонтажа, дефекты в герметизации стыков элементов на входных лестницах. Ну что это такое? Слушай, ну это же герметично, все должно быть закрыто. Здесь будет конденсат, здесь будет сырость, должно быть идеально. И вентиляцию, здесь все равно нужно вентиляцию. Без вентиляции оно у вас все здесь потечет. Разбери, посмотри, замок укрепи, там изоляцию сделай, а потом только укрепляй. А вы проекты делаете, специально занижаете свой объем работы, получая полные деньги. Полные деньги вы получаете за вентиляцию, за плитку, за эти стены. Вы, каждый кирпич вам, вот вы посчитали, запас вам деньги дают, запас. Понимаете? Вы зарабатываете деньги, долгосрочно быть. Это очень хорошо. Хочу, чтобы больше зарабатывали. Но да, так зарабатывать не будете. Вот я вам серьезно говорю. Так нельзя. Здесь должно быть идеально все. Вот как вы меня наверху показать хотите, вот так же должно быть здесь. Меня знаете, что удивляет? Что вы к детям так относитесь, к школе. Нельзя так относиться. Глава Ингушетии напомнил, что власти региона намерены вносить в черный список подрядные организации, которые некачественно и с нарушением сроков строят социальные объекты в регионе. Он подчеркнул, что при наличии недостатков в строительных работах власти не позволят сдать ни один объект в эксплуатацию. Сейчас же столько технологий есть. Обвернули, покрасили, сделали, вычистили. Я говорю, ничего не оставляйте. Все должно быть идеально. Потому что это для детей. В первую очередь. Несмотря на ряд проблем, радостных событий также было немало. Руководители школ получили ключи от новых 50 микроавтобусов. Пожалуй, это лучший новогодний подарок для образовательных учреждений республики. Транспорт школы региона получили в рамках распоряжения правительства России. Ключи вручал лично Махмуд Али Калиматов. Руководитель субъекта особое внимание сказал уделить профессионализму водителей, которые не должны забывать, что отвечают за безопасность школьников. Детям будет намного удобнее, намного комфортнее передвигаться на таких прекрасных автомобилях. Я думаю, водители должны быть подобраны, очень профессиональные, должны быть очень ответственны. Обязательно медицинский осмотр, техническое состояние машин. Вы должны за этим следить, кто за это отвечает. Потому что вы перевозите детей. Сегодня, благодаря постановлению правительства Российской Федерации, у нас идет программа. Вот вчера мы представили нам великолепные машины скорой помощи. Сегодня 50 машин для перевозки детей. Я хочу, чтобы в наших школах дети радовались как приезжая в школу, так и отъезжая от каждой школы своей. И гордились такими автобусами. Наши дети участвуют во всевозможных научно-практических конференциях, форумах, олимпиадах. И сейчас как раз самый такой момент, когда транспорт непременно нам нужен был. А у вас был транспорт? У нас был транспорт, но, вы знаете, у нас школа большая, и у нас всегда была нехватка. Мы дополнительно должны были еще нанимать транспорт. И это сегодня нас очень обрадовало и очень нам в помощь, вот этот вот транспорт, который мы получили. Дети были довольны, обрадовались этой новости. Хочется сказать слова благодарности. В 2019 году в Ингушетии в рамках 7 государственных программ, в том числе и 4 нацпроектов, вело строительство 48
объектов с общей суммой финансирования около 6 миллиардов рублей. К концу 2019 года завершают строительство 7 объектов образования. Это 3 школы в Магасе, сельских поселениях Газиюрт и Икажево, также 4 детских сада в Мужичи, Галашке, городах Сунжа и Магас. Хадя Добриева, Светлана Томова. Итоги года. Сегодня рождественский сочельник у православных христиан. В народе его также называют Калиды. Это заключительный день рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно принимать лишь так называемое сочево. Это размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику. Главное кулинарное событие Рождества – это ужин в сочельник. Стол накрывают белоснежной скатертью, расставляют на нем 12 блюд, все они постные. А с наступлением 7 января на стол разрешается ставить и мясные блюда. Поздно вечером по всей стране начинаются праздничные богослужения. Главное в храме Христа Спасителя в столице страны. Ингушские спортсмены готовятся покорять новые высоты на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе. Не за горами чемпионат России. Файтеры готовятся к ответственным соревнованиям. Как это делают бойцы из спортклуба Ади Ахмат, смотрите в сюжете. Любой спортсмен, достигший высоких результатов на спортивном поприще, прекрасно понимает, усердные тренировки в зале – одно из важнейших условий для успеха на любых соревнованиях. Бег, прыжки на месте, растяжка, упражнения на выносливость – для борцов греко-римского стиля эти упражнения обязательны всегда, тем более, когда речь идет о подготовке к серьезным соревнованиям. Амирхан Цычоев отрабатывает бросковую технику. Он один из 4 спортсменов, которые благодаря своим отличным выступлениям на предыдущих соревнованиях удалось заполучить право участвовать на чемпионате России. Еще в школьные годы он загорелся желанием заняться борьбой. И теперь, спустя 7 лет за плечами победы на чемпионатах республики, Кубке страны и СКФО, планка на этот раз еще выше. После федерального округа отобрался на чемпионат России. И хочу выступить для опыта. Психологически на 100% готов, в общем, физически тоже хорошо готов. Иншаллах, надеюсь на медаль. Тяжело в учении и легко в бою. Об этом не понаслышке знает и, пожалуй, самый главный претендент на золото чемпионата России Ислам Апиев. Мало кто не знает этого прославленного и титулованного спортсмена, который в прошлом году уверенно победил на чемпионатах мира и Европы. В прошлый раз Ислам взял серебряную медаль всероссийских соревнований. Теперь цель – 1-е место на пьедестале почета. 30 минут борьбы, каждая встреча по 6 минут, и в день бывает максимум 5 встреч. И 30 минут выложился. Все, что ты можешь, просто сделал. И тренера даже большего от тебя не требуют. Все, что ты вот наработал на тренировках, надо выполнить, и все. Если раньше во время двухнедельных сборов ребятам приходилось проводить по 2 тренировки в день, то теперь вечерние занятия заменили игровыми дисциплинами. Тренеры и спортивное руководство региона надеются, что борцы выложатся по максимуму на предстоящем чемпионате. Конечно, задачи есть. Мы даже в процессе тренировки смотрим, где ошибается, подсказываем. Руслан Белхорой подсказывает. Мы пытаемся всячески, чтобы даже на чемпионате, когда уже человек борется, спортсмен борется, чтобы он не ошибался. Сейчас полным ходом у нас идет подготовка. Все условия созданы благодаря нашему основателю клуба Харсиева Алихану Асламбека Харсиева. Конечно, мы всегда у нас нацеленность на золото. Если 2-3 золота, если будет, это для нашей республики, для нашей команды будет очень хороший стимул. Предолимпийский чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет в Новосибирске с 15 по 19 января. Спортсмены, показавшие самые лучшие результаты на этих соревнованиях, получат отличные шансы поехать на летнюю Олимпиаду в Токио 2020. Чтобы привести себя в нужную форму, времени предостаточно. Остается только полностью посвятить себя тренировкам. А это, как известно, главный ключ к любой победе. Михаил Тангиев, Магомед Аскиев, Новости 24. Пополнилась копилка наград бойцовского клуба «Малгобек». На прошедшем в Моздоке межрегиональном турнире подопечные Башира Гагиева взяли несколько призовых мест. Помимо этого, ребята выступили на турнире по ММА, недавно прошедшем в Сагапши. Об успехах клуба в следующем материале. Бойцовский клуб «Малгобек» функционирует не так давно, но список достижений спортсменов уже достаточно внушительный. Прошедший недавно в Моздоке турнир по ММА стал очередным шагом к хорошему завершению спортивного календаря 2019 года. В Моздоке я выступил 2 боя, я выиграл первые 2 боя, а в финале я проиграл. Балб я проиграл в финале. Я
неправильно болевой сделал. Причина успеха очень проста. Усердные тренировки, жажда побед и стремление тренера привить своим подопечным любовь к спорту. Башир Гагиев, сам являясь профессиональным бойцом ММА, знает, как мотивировать ребят на тренировках и в клетке. Немаловажно составляет вот это психологический, моральный фактор. Человек уже должен, выходя на ринг, перебаривать свое волнение. К этому надо учиться. Если ты не будешь выходить часто на ринг, на ковер, то, естественно, этого момента ты не прочувствуешь и можешь уже чисто за счет этого уже проиграть. Не технически, не тактически, не физически, а уже морально, психологически, если ты не сможешь перебороть себя. Помимо турнира в Моздоке, совсем недавно в Малгобекском районе прошел первый турнир по ММА. Соревнования собрали порядка 200 участников. Триумфаторами турнира стали многие воспитанники клуба из Малгобека. Те ребята, которые стали вторыми, допустили там буквально маленькие ошибки по неопытности, по незнанию, и за счет этого проиграли. А так, если взять в целом, в принципе, наши ребята нашего клуба очень хорошо, очень достойно выступили. Я каждого поблагодарил, поздравил и, в принципе, всем доволен. Впереди у этих ребят новые свершения в их пока что небольшой спортивной карьере. Ответственный подход к делу нужно прививать детям самого юного возраста, считают в клубе. И, возможно, скоро мы вновь услышим имена воспитанников этого клуба среди списков победителей крупных турниров по ММА. Тамерлан Хухоев, Магомед Шухалов, Новости 24. Малоизвестные территории Джейрахского района становятся доступнее для туристов. Появился новый туристический маршрут. Ведет он к башне Дзоурджел, что находится на склонах горы Цейлуам. Путь туда долгий, но тем он и интересен. Дошел до исторического комплекса Тамерлан Хамхоев. Эгикал Тергим Вовнушки. В Ингушетии счет башенным комплексом идет на десятки, если не больше. И тем удивительнее, когда находятся новые, неизученные объекты архитектуры и культуры. Туристический маршрут гостей республики обычно пролегает по Асиновскому ущелью, но специалисты комитета по туризму осваивают и новые локации. Вот сегодня я думаю, что по сравнению с Эгикалом, с теми величественными башнями, не менее величественная башня, которая называется башня-убежище. Нам примерно придется 1,5 километра идти пешком. Это будет у подножия Цейлуама. Мы начнем свой маршрут уже с селения Гули. Это уже после перевала. Чтобы попасть к этой башне, необходимо проехать через перевал Цейлуам, если двигаться со стороны сельских поселений Галашки, Мужичи и Алкун. Завораживающие пейзажи Джейрахского района из раза в раз убеждают туристов, что они не зря проделали путь до горной Ингушетии. Люди любят посещать вот эти места осенью. В буквальном смысле любят вот эту золотую осень. Вот этот самый пик, когда вся листва пожелтела, но еще листья не выпали. Но это уже чисто для души, для спокойствия души, они предпочитают осенью. Это летние месяца и ближе к осени. А весной это вообще все люди уже с семьями приезжают чисто отдохнуть с детьми. Дорога к общеизвестным башенным комплексам уже давно проложена. Туристы их посещают очень часто, но такой маршрут, как на башню Дзоурджел, труднопроходимый, поэтому гости здесь бывают довольно редко. Человеку без определенной физической подготовки не следует начинать этот путь, потому что подъем достаточно крутой. Если не знать, где точно находится эта башня, то можно и упустить ее из виду. Свод этого сооружения будто переплетается с камнем, который и составляет несколько стен башни. Для туристов, желающих проверить свои силы, этот маршрут определенно самый заманчивый. Поднимался не так, как вы сейчас, я поднимался с другой стороны. Из-за этого камня, который находится сбоку, я вообще не заметил эту башню. И у меня возникла такая идея подойти к другому хребту и посмотреть уже с далекого расстояния, посмотреть, где находится расположена эта башня. И может быть так суждено было, чтобы наш путь не был таким уже зря. Я оглянулся, увидел окна в этих башнях и понял, что реально наши ингуши были искусными зодчими.
В горной Ингушетии все еще остается много неисследованных памятников архитектуры. Большинство из них в силу своей труднодоступности туристы посещают редко. При должном внимании наша небольшая республика может стать настоящим раем для туристов. Крутые склоны гор, густые хвойные леса и монументальные башенные комплексы. Все это Республика Ингушетия. Тамерлан Хамхоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Предметы гардероба столь желанные у женщин дорожает. Речь пойдет о шубах. Эксперты советуют выбирать для их покупки крупные компании, специализирующиеся на мехе, и, конечно, обращать внимание на соотношение цены и качества. Где сейчас представлен широкий ассортимент меховых изделий, узнаем далее. Известный бренд, гарантированное качество, шикарный вид и масса заманчивых предложений. В гостинице «Аса» недалеко от Дома культуры открылась выставка меха «Северина». Более 1000 моделей из добротного меха, идеальная посадка и размерный ряд от 42 до 68. Выбор на любой вкус и бюджет. Все застегивается по крючкам. Рукавчик летучая мышь, 7/8, то есть под удлиненную перчатку. Сам материал рысь. Производство, единственное изделие, которое производство не отечественное, Греция. Вот, естественный цвет. Посмотрите, как вам по ощущениям внутри, комфортно ли. Так, в принципе, можно как с головным убором, так и не с головным. К слову, сейчас приобрести роскошную обновку по доступной цене можно не всегда. Цены на меха в России значительно поднялись, ведь сырье подорожало, но у «Северина» долгосрочные договоры с поставщиками. Фирма крупная, одна из самых популярных в стране, поэтому и получается сдерживать рост. Именно сейчас для наших любимых покупателей мы подготовили суперакцию, которая дает возможность приобрести меховое изделие в рассрочку, без переплаты и даже с приятной скидкой на любой срок до 3 лет. Никаких поручителей и первоначального взноса не нужно, только паспорт. В новогодние праздники действуют скидки от 20 до 50%, а доброжелательные продавцы-консультанты подберут модели на любой вкус и размер. Выставка «Северина» продлится в гостинице «Аса» недалеко от Дома культуры с 6 по 9 ноября и будет радовать своим ассортиментом всех желающих. Хава Гагиева, Джамалей Тамасханов, Новости 24. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.